Наша героиня в начале войны училась в школе. А учеба в школе в военные годы – это отсутствие учебных принадлежностей, книг, тетрадей, ручек. Это постоянное чувство голода, отсутствие обуви и одежды, чтобы ходить в школу. Это проводы родных на фронт, ожидание вестей, получение извещений о гибели, тревога за судьбу близких. Это тяжелый детский труд наравне со взрослыми. Со всем этим и столкнулась Смердягина Нина Архиповна, 1934 года рождения, жительница села Нюрдор-Котья. Нина Архиповна, в 1941 году началась война. Где вы в это время жили? Ключево, деревня Ключи. Деревня Ключи, это какой район? Можгинский. Можгинского района. Да. Угу. Большая ли у вас была семья? Так нас 6 было. 6 детей, да? Да. Мама, папа, Да. бабушки, дедушки жили ли с вами? Нет. Папа же не было дома-то. Вот в армии он был или где. Когда началась война, его призвали на фронт, да? Да. Его там ранили, и он полгода лежал в госпитале. Угу. Ранили его там. 6 детей, говорите, вы какая по счету? Я вторая. Сколько девочек у вас, сколько мальчиков было? 3 мальчика и 3 девочки. А можете сказать, как провожали вы каких-то членов семьи на фронт? И провожали ли вы? Нет, наверное, что-то я не помню. Отца не провожали? Папу-то? Угу. Нет, не помню. А получали ли вы какие-то письма? С фронта писал Да, вам папа? вот именно не писал, думали, что уж убитый. Потом вот оказался, видно. Долгое время не писал, а потом он вам написал письмо, да? Оказался, да. Вы радовались, когда вы получили это письмо? Радовались, конечно. Радовались. Вы, наверное, помните, что мама говорила? А мама только горюет. Горевала, да? Да, горевала, что одни. Все трудно, ведь трудно было. Да, 6 детей, их же надо Да. было кормить, вас же надо было кормить, так ведь? Что Да. на ферме работала, так принесет турнеп, да что да так. Вот это Из в печь посадить, а потом Мгм. печенку эту едим. Отдельно. Носить нечего было. Мама стирает, мы на печи сидим, то на палате. Угу. Чуть-чуть одежда была, да, но Да. было все. Да, не было, очень плохо жили. Угу. А ходили в лаптях? В лаптях ходили и босиком, что снег растает, мы бегаем Угу. босиком. Вы, наверное, водились, раз у вас были братья и сестры младшие. Так водилась, конечно. Всяко было, и оставишь, убежишь, убегу. Потому что и чуть-чуть поиграть хочется, да? Да, и все, убежишь. Мама придет, нас нету, ребята ревут, поменьше. Вот так вот было. Плохо жили, нечего говорить. Во время войны вы пошли в школу. Что вы помните об этом времени? Учились, да и все. Учились, да. Да. Учителей, может, вы помните? Была Клавдия Ивановна, помню. Одна учительница у вас была, да? Угу. Сколько классов она учила? Может, она параллельно как-то где-то? Нет, только что Только в деревне, вас она... в деревне. там всех детей собирали? В деревне, что? Деревня Ключевка. Много в классе было учеников? Да нет, не больно много. Помню, мало. А чем вы писали в школе? Какие у вас были письменные принадлежности?
Ну, бумага тоже какая-то была, но не больно-то подходящая. Ну, сами вы покупали ее или вам в школе В выдавали? школе давали. В школе давали, да? То есть тетради не было или какие-то все-таки были? Так, не помню там в Ключевке. Вот тловые тетради были, тловые. А учебники какие-то были по каким-то предметам? Так что еще тогда говорить, что первый класс, наверное, прошла. А чем писали, вы помните? Да не знаю даже, чем писали. Чернилами, наверное, писали? Да, когда нет, так вот, говорю, сажу сделала с черной. Сажу разводили, да? Да. Сами чернила то и сделали. Дома это, дома. Угу. Разведешь? Угу. Угу. Карандашами писали, ручками, пером, чем писали? Да, пером, что пером. А в чем вы ходили в школе? Была ли у вас какая-то форма или нет? Не было ничего. Так, в чем видно, дома ходили, так и там были. В школу вы сами бегали, никто вас не провожал, да? Ведь вот сейчас детей провожают в школу. Не, Всё сами, сами бегали. Деревня-то большая была? Большая Ключевка, да, Мгм. большая. А у вас из семьи параллельно с вами кто-то учился? Со мной-то? Да. Да, девчонки были. Девчонки и мальчики тоже были, так вот даже не помню, кто их как зовут. Мгм. А какие предметы были? Помните, физкультура, например, была, математика, наверное, Мгм, это-то было, да. чистописание. На Мгм. физкультуре чем занимались? Так нормально, что бегали все больше. Зимой на лыжах, наверное, были лыжи? Не помню на лыжах, я не помню, что катались мы. кормили ли вас в школе? Лыж-то не было, откуда вас? Мгм. Кормили Ничего. ли вас в школе? Не, раньше не помню, ничего не давали, не кормили. Все сами собой. Еду вы свою брали, да? Еду-то. Что-то брали? И как утром покушал, да и потом домой придешь из школы, опять ешь дома, что есть. А кусочек хлебушка такое, ничего не брали? Не, все-то голод же был. Мы же колобашки ели все. Что такое колобашки? Ну вот напекут колобашку. Из чего пекли? Да, картошку. Вот эти мы с братом на зиму остается картошка, мы потом едем весной. И это накопаем маме на всё. Мерзлый картофель, да, получается? Это не мерзла, она такая, как крахмал. Мгм. Мама все через мясорубку это провернет, и потом вот это муки-то ведь не было. Мгм. И листья, это лебеду, это все смолят, ну, тоже на мельнице, и этим все замешают и печь. Мгм. Вот это так мы жили плохо, ничего не было, тем голодовали что-то. У кого что есть, так. Кто поближе у зерна, так у тех-то мука была, у людей-то. А у нас-то у мамы не было. Мгм. Значит, в школе вас не кормили, да? Нет. А мероприятия вы помните, какие в школе были? Вроде и не было. Ничего мы не выступали, ничего. А вы Какие пионеркой были? Так пионеры вот была, наверное, в Тлавыле это уж. Мгм. А в какие-нибудь игры играли в классе? Нет. Ну, дети ведь есть дети, война, не война, все равно в игры-то играть ведь хочется. Вспоминаете? Играли, Играли, может наверное. быть, играли, может. Бегали, наверное, друг за дружкой. Да бегали, да и в стольбаньки играли, и как 2/3 лишний. И Ага. это играли. А потом не знаю, что еще делали. Чё? А не помните, вы к колхозу, может, помогать ходили? Да в колхозе-то мы, вот говорю, телен рвали уже. Это вот учась в школе, да, ведь вы? Да.
Наверное, посылали. не после школы отправляли, а летом этого все. Это Летние летом. работы, да? Это летом, да. Каникулы. Мгм. Лен рвали, еще что делали. Так вот что вы, чё, даже навоз возили. Это Все помогали взрослым, да? лошади-то запрягут нам, Мгм. а мы заезжаем, где грузят, и на поле Мгм. увезем. Это все нам помогают. Это вы уже выгружали потом, да? Да там сваливается. Сваливают, а вы уже раскидываете на поле. Но мы не кидали, там груды все было. Груды. А потом раскидывают это все. А это мы возили. Это я хорошо помню. А брат Вася пахал, а я боронила за ним Мгм. на поле. Это на колхозных полях, да? Да. Мгм. Вот так вот было это дело. А дома что-то садили? Сеяли, садили? Мама сеяла что-то? Так садили, конечно, картошку. Не было, так очистки садили. Мгм. Очистки, да ну сколько картошек, все с головки из картошек срежет, да приготовить на весну, за зиму. Все в подполье лежит. Кроме картофеля еще что садили? Да морковь тоже садила. Мгм. Где-то семена доставала, да? Да, сами садовки ведь были. Мгм. Садовки Сами. садят. А мы Сами что еще семена тоже вон делали. заставили полоть, так мы так выпололи. Морковь да выпололи. Выпололи. Мгм. Мама только на горе ревет, да снова сеет опять. Помните ли вы 9 мая 45 года, День Победы? Да как помните, что вы-то собирались, что ли, куда? Вы тогда жили в тыловой Пельге, да? Да, в 45 году. Помните 9 мая, как вы узнали, что наконец-то война закончилась? Так не знаю, как-то вот сказать, так это в деревне нам еще говорили, что война закончилась. Это получается, что кто-то узнал, да, из уст в уста. В деревне где-то еще в Пучевке. Это я была ведь, когда война кончилась. Нет, вы уже в тылу были. 45-й год. Так вот папа ведь нас перевез после войны, где-то после фронта или как. А в 46-м году вы сюда переехали? Ну, мы тут и рядом деревня еще, из Опельга тут же жили еще тоже. Это. И там жили. Ну, про День Победы вы как узнали? Так вот не знаю, кто нам сообщил. Радио, может, у вас было в деревне? День Победы, вот я-то узнала в школе, это мы были. В школе, да? Да. И все мы выбежали. Тоже кричали «Ура!», Радовались все, да? радовались все. Домой пришли такие все радостные. Обнимались, наверное, целовались, песни пели? Нет, не пели. Не пели? Нет. Рассказывали друг дружке, что наконец-то победа, да? Да, наверное, наконец-то победа, да. И начали, наверное, с фронта встречать, с войны. Помните, как папа вернулся? Вот это расскажите, как он вернулся. Он вернулся, вот приехал, и потом вот такие зачем-то мы из Кучевки поехали в Тлаву-то. Приехал, и его церковь еще в Тлавле это была, хлеба полная была. Это полная церковь, я помню. Мы там лазили по этой церкви еще, по этому зерну-то. В здании церкви хранили зерно, это да? зерно. Это, не знаю, запас был, не знаю, что, военные все это работали. А потом этот вот церковь тут принял он у нас без всякого веса ведь, папа-то. А потом развозить начали это, и у него не хватило зерна. А папа кем работал? А вот это зав глубинкой называли. Зав глубинкой, да? Да. Понятно. И вот, а потом у него не хватило, и его посадили на 3 года. И мы были одни вот опять. И вот тогда и мы это плохо тоже голодовали. Тогда тоже, да все ведь, не только мы.
не давали ведь муку. Ну, по килограмму дадут, видимо, да. Чего-то килограмм-то буду девать. И вот так вот. А потом он не сидел, все это срок-то быстро ведь отпустили его. Папа-то. И потом вот приехали сюда. Приехали сюда вот уже. А вы когда приехали сюда, где вы жили в первое время? Так вот привезли нас в палатки. А сколько у вас там было человек в одной палатке? 3 семьи. Так. А Я большие семьи были? Нет, по 2 человека, у кого 3, а нас-то вот 6. Вы хорошо общались вот в палатке между семьями? Хорошо, хорошо. Никто не спорил. Раньше не ругались, сейчас все ругаются. Вы нам про палатки чуть-чуть расскажите, какие они были. Какие большие. Большие, огромные палатки, да? Да. Что там все. Пол какой был там? Что-то я не помню, наверное, был. Кровати какие были? Ну, кровати были, железные. Нары, да, такие? Нет, кровати. Кровати? Ага. А потом, что быстро ведь, одного в Позово взяли, Васю. Вася тоже было сбежал, так обратно увезли оттуда. Сколько вы в землянке жили? Ой, в палатках этих жили? Ну, так что, привезли вот еще летом, так до холодов-то жили, а потом бараки уже сделали это. Строили ведь бараки-то. Сами же, наверное, и строили, кто в палатках жил, да? Не, А тот, кто в палатках жил, где они работали? не знаю, у нас вот папа-то конюхом был, а мама на торфу. Значит, на торфопредприятии работали, да? Да. А вы помогали в этот период родителям? А что, как помогали? Ну, может, на торфопредприятии что-то вы делали? Так вот я работала на этом, клетки делали, ворочали торф-то. Что такое клетки? Объясните нам. Так вот кирпичи-то, торф-то идет. Торф вырезали, да, и получались кирпичи из торфа. Да, торф-то по транспортеру ведь идет. Его резали, и большие взрослые-то слали его как вот на землю-то, на карьеры-то. А потом вот, а мы-то сырой сушили, вот, переворачивали. А потом в клетки, а потом уже, кто старше стали, в штабеля. Штабеля делали. Они уже, которые старше это, а мы-то только клетки. Клетки. Куда это все потом отправляли? А все в Ижевск, как мож. Здесь ведь линия была, узкоколейка. И это все грузили. Это по железной дороге отправляли Да, дальше, в вагоны и в Ижевск все. Отправляли на заводы. Вот это я помню, уже все большая была. Где вы работали после школы? Я еще работал тогда после школы так мало так училась. Вот на торфу-то и работали. А где больше-то? Вот. Когда опять у кого нянчусь, увожусь. Нянчились вы не со своими братьями и сестрами только, но Да, и да, с начальство. другими детьми. Начальство Значит, у вас получалось? получалось. Поэтому вас и звали, да? Любили, да, очень даже звали все. А потом на торфопредприятии, да? Ну, потом, ага, побольше стало, так вот нас послали. Ну, после школы это нас ведь на клетки-то, на торф-то. Торф. Вы там, наверное, научились, как правильно работать с торфом, да? И потом Да. уже, Конечно. А потом, потом вот уже решили. научилась, вот видишь, на повара выучилась, столовой стала работать. А потом зачем-то перешла в пекарню, что-то вот не помню. Да, или попросили, или заставили.
А где вы учились на повара? А тут у нас же, Курсы здесь какие-то были, да? ну, так раньше, что думаешь, такие, как сейчас учат? А долго учились на повара? Да нет, не очень долго. Чтобы работать, уметь. Мгм. Вот и. Чуть-чуть подучили и все, Да, пошли работать. и так пошли ли? работать, да. Мгм. А нравилось вам это? Нравилось, да. Все везде хвалили, Мгм. что справляюсь, старалась. Мгм. Так было. А где было тяжелее работать, в пекарне или в столовой? В пекарне, конечно, там где вручную ведь не было машины. Месили сами рукам. Мгм. Топили все дровами, наверное, да? Дровам, Всё на печи. дровах. Да. Мгм. Вообще трудно было. Сейчас легко работает. Все это месит Мгм. машина, раскладывает машина. А мы все вручную работали. И хлебушек формы, наверное, складывали. Да. Не взвешивали уже, глаз уже наметан был, так ведь? Прямо, Так наверное, формы складывали уже. Сама я все делала. Все в форму сама ложила. Мгм. И здесь же все в форму. Мгм. Все сама, все было за старшего. Мгм. Вот. Как-то я любила работать-то. А долго вы в пекарне потом работали? А потом обратно в столовую ушла. Попросили опять в столовую. А потом вот в садик ушла работать. Ты я в садике ведь работал. Мгм. Потом вот в конец до прачечной вообще работал. На пенсию ушла из прачечной. Где зарплата побольше, туда и прошусь. Мгм. Зарплаты-то ведь маленькие были. Вообще. Жить-то как. Вот это было так. А во время учебы, ну, вот, допустим, после учебы у вас же все равно были какие-то развлечения? Может быть, в клуб ходили? Как вы Да. отдыхали? В клуб-то ходила, бегала. А в клубе тоже и нас учили постановки делать, до чего, да, все. То есть вы Спектакль. сами народ развлекали, да? Да, Мгм. В спектаклях принимали участие. да. Мгм. Мгм. Это было. Праздники, наверное, какие-то проводили, мероприятия были. Да нет. Праздников. 7 ноября, наверное, отмечали. Ну, Новый год, так 9 мая. Так это-то отмечали дома. А в клубе нет? В клубе так на танцы-то ходили, или вот постановки готовили, так на репетиции ходили. А много молодежи было на поселке в то время? М? Много молодежи было? Так было, конечно. И все были вербованы. Все это мордва были. Все вербованные люди из колхозов, из районов. Вербовали сюда все. Вербованные, они на торфопредприятии работали. Да, Все на да. торфе. Мгм. А Все. может какие-то постановки, может быть кино к вам приезжало сюда в клуб? Не было такого? Кино-то редко было. Интересные были фильмы тогда? М? И фильмы интересные были? Да что тогда ведь было, еще немцы даже были в кино-то ведь. Не разговаривали, а только кажут. Без озвучки, да, ведь? Да, да, Да. так вот и Мгм. 5 копеек отдашь, и вот и кино смотришь, немтое. А где вы со своим мужем познакомились? Деревня на Чаркоте, вот там. Ну, здесь недалеко. Да, вы жили Что здесь, да, ведь? Жили здесь, а Мгм. там у меня родня была, пошла в гости. И вот он увидал, видно, и все. Мгм. Пришел, потом ходить начал сюда. Мгм. Он вам тоже понравился, да? Да, не больно сказать, что понравился первый. А потом уж ничего, привыкли. Какие у вас были мечты? Может, в детстве? Да получше пожить бы. Были. Ну,
молодежи нынешней? Так чтобы жили хорошо, работали, учились. Все, чтобы было хорошо у всех. То ли в Колпино, то ли в Рязани не ложились девушки спать. Много варежек теплых связали, чтоб на фронт их бойцам отослать. Много варежек теплых связали, чтоб на фронт их бойцам отослать. Вышивали их ниткой цветною, долго спорился девичий труд, и сидели ночною порою, все гадали, кому попадут. И сидели ночною порою, все гадали, кому попадут. То ли летчику, то ли саперу, много есть у отчизны сынов. Иль чумазому парню шоферу, иль кому из отважных бойцов. Иль чумазому парню шоферу, иль кому из отважных бойцов.